И в продолжение темы. В Хангаласском районе сотрудники госинспекции по маломерным судам провели рейд на неоткрытой переправе, чтобы выявить нарушителей, которые несанкционированно выезжают на лед. В рейд отправилась и Саргалана Ильина. В Хангаласском Улусе не открыта еще ни одна ледовая переправа. Лед не достиг еще нужной толщины. Однако, несмотря на это, машины уже вовсю переправляются. Сегодня мы находимся на переправе Верхний Бестях-Качекатцы. Здравствуйте, вы знаете, что переправа еще закрыта? Почему переправляете? Без комментариев. Лед под этим джипом затрещал так, что стало страшно. Сотрудники Государственной инспекции маломерных судов измерили толщину льда. На сегодняшний день толщина льда на фарватере составляет у нас от 15 до 17 сантиметров. Возле берега толщина льда на сегодняшний день составляет около 35 сантиметров. Водитель одной из машин, увидев сотрудника ГИБДД, развернулся и дал по газам. Странная логика. Человек боится подвергнуться штрафу больше, чем провалиться под лед. Между тем, случаи провалов машин в это время повторяются из года в год. Нескольким водителям выписали повестку в административную комиссию. За несанкционированный выезд транспортного средства на ледовые переправы рек, озер, водохранилищ Кодексом Республики Саха-Якутия установлена ответственность для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Переправляться через реку можно будет только в декабре, когда лед достигнет толщины 35 сантиметров в фарватере. А сейчас тем, у кого неотложные дела на том берегу, не возбраняется перейти реку пешком. Саргалана Ильина, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский Улус.